Мы разделим наше путешествие вместе в нужный день. Я окружу тебя любовью и напитаю твою душу сладкими словами любви. Ваша жизнь и обстоятельства очень важны для меня. Вы много раз упоминали, что живете в мире, полном испытаний, но я преодолел их благодаря своей жертве на кресте и своему воскресению. Я хочу дать тебе эту силу, почувствовать живой поток, струящийся из нее, навсегда утолить твою жажду. Любая печаль, которую вы, возможно, несли, исчезнет, все загрязнения очистятся, а ваша уставшая душа наполнится силой и энергией. Я хочу, чтобы ты скучал поблизости со мной. Всегда ищите моего присутствия, будь то на рассвете или в сумерках, в хорошие или плохие времена, в изобилии или в недостатке. Вам не суждено потерять ни одну позицию. Не позволяйте разочарованию отвратить вас от всех благ, которые ждут вас на вашем пути. После бури наступит затишье. Хотя волны шумные и море неспокойно, мой голос тебя успокоит. Когда вы слушаете меня прямо сейчас, покой, который вы чувствуете в этот момент, является образцом моей любви. Примите это, не обижайтесь, не думайте, что вы не заслуживаете этой любви. Я понимаю, что вы ежедневно боретесь в духовной сфере. Враг пытается тебя разделить, но ты не один, я с тобой. Я просто хочу знать твою веру. Жизнь меняется в мгновение, это нормально. Вы имеете право плакать и грустить, на самом деле иметь возможность выражать свои чувства и тем самым достигать душевного благополучия – это полезно. Однако ты будешь вечно грустить и никогда не подумаешь, что разрушение – твоя вечная судьба. Ваши противники, даже те, кто замаскирован под друзей, могут сказать что угодно, чтобы поставить вас на колени, не имея смелости встать и сражаться. Но я пришел, чтобы дать вам жизнь, чтобы вы могли посмотреть и протянуть руку мне. Я хочу подарить тебе огромную радость и несокрушимую силу. Я понимаю вашу борьбу. Иногда вам может показаться, что нет смысла продолжать, и проще смириться с неудачей и пассивно дождаться конца. Но я люблю тебя. У меня сильные намерения в отношении тебя и твоей семьи. Не отказывайтесь от своих благословений и не поддавайтесь отчаянию. Это не мое желание. Я пришел предложить вам жизнь с избытком и сверхъестественную силу. Ваша уверенность не должна зависеть от ваших эмоций или слов других. Даже если сегодня ты столкнешься с трудностями и проигнорируешь их, послушай меня, я люблю тебя. Если ты вдруг окажешься в очень сложной ситуации, не думай, что моя любовь к тебе уменьшилась. Эти слова, которые вы сейчас читаете, запечатлены в вашем сердце, и вы будете помнить их каждый день, что бы ни случилось. Моя любовь к тебе растет с каждой минутой, несмотря на трудности, с которыми я сталкиваюсь. Не отчаивайтесь, когда эмоции переполняют вас. Не запирайтесь в одиночестве, думая, что вы одиноки в этом мире и никому до вас нет дела. Кто я? Я говорю с вами здесь, я не плод вашего воображения. Эти слова любви одно за другим исцелят вашу душу. Что я значу для тебя? Скажи мне, я хочу знать, считаешь ли ты меня другом или хочешь оставить меня в покое. Если вы так думаете, вам следует набраться смелости, чтобы выразить это. Независимо от того, каков будет твой ответ, я не уйду, даже если ты вычеркнешь меня из своей жизни,
я все равно буду здесь. Я протянул руку, когда ты отстранилась. Даже если ты отвергнешь меня, я не буду похож на других. Я очень люблю тебя и никогда не сдамся. Моя верность вечна, моя любовь нерушима. Даже если ты попросишь меня уйти сегодня, я продолжу говорить об этой любви, пока не почувствую ее глубоко в своем сердце. Я знаю, ты уже это чувствуешь. Приди, позволь мне обнять тебя святой любовью и помочь тебе пережить это трудное время. Я здесь, чтобы помочь вам, протянуть вам руку помощи. Оставайся со мной, и ты обретешь душевное спокойствие. Печаль закончится. Дни отчаяния сочтены. Я хочу показать тебе свою любовь и нежность. Откройте свое сердце моей любви и присутствия. Я хочу, чтобы ты понял, что никто никогда не будет любить тебя так, как я. Я знаю каждую мысль и эмоцию, которая проходит через твое сердце и разум. Иногда боль настолько велика, что заставляет задуматься о том, чтобы сдаться. Давно мне не хотелось начинать новый день с энтузиазмом. Закройте глаза, положите руки на грудь и почувствуйте, как любовь, честность и мир наполняют вас. Я внимателен к твоим молитвам во времена скорби. Вскоре вы увидите своими глазами, как вы будете освобождены, укреплены и возвышены моей любовью и силой. Люби меня, найди меня, преклони колени, сохрани веру. Даже если ты столкнешься со многими проблемами, я сделаю тебя сильным. Ваша вера в меня придаст вам смелости, даже когда вы столкнетесь с трудными ситуациями. Не бойтесь своих проблем, сталкивайтесь со своими трудностями, следуйте моим обещаниям и моим словам. Вы пришли ко мне за помощью, хотя ветер страданий дует сильно. Когда ты услышишь мой могучий голос, буря прекратится. Я укреплю твой дух. Будьте тверды, как скала, в борьбе этой жизни. Поднимите флаг вашего корабля. Даже если море грозит затопить вашу лодку, не бойтесь отправляться в плавание. Взгляни на меня, моя любовь и моя сила, ибо я твой лидер и никогда не позволю тебе утонуть. Ваше бремя может показаться тяжелым, но я сдержу свое обещание помочь вам нести его. Будьте терпеливы и не сдавайтесь. Столкнувшись с вашими проблемами сегодня, я даю вам неизмеримую силу, чтобы бесстрашно подняться завтра. Те, кто цепляются за негатив, отвергают мою истину и игнорируют мою любовь, не получат благословений, которые я приготовил для тех, кто истинно верит в меня и ищет меня. Поэтому вы должны верить, что любая боль или беспокойство, которые вы можете испытать сегодня, ничто по сравнению с радостью, которую вы испытаете, получив свои благословения. Я никогда не оставлю тебя в моменты твоей слабости. Я удалил печаль из твоей души и наполнил тебя радостью. Если ты будешь искать меня усердно каждый день, закроешь дверь своей комнаты и придешь ко мне, и если ты восхваляешь и поклоняешься всем своим сердцем, и взываешь ко мне всем своим сердцем, знай, что я услышу тебя и подниму тебя. Вверх. Вы встали. Ты станешь сильнее и с радостью увидишь, что стоит дать мне место в твоем сердце. Я знаю все, что с тобой произошло, и чувствую вместе с тобой то, что чувствуешь ты, когда доверяешь мне и делишься со мной своими переживаниями. Когда вы веряете свое будущее и проекты в мои руки, вам открывается божественное доверие.
послать с тобой легионы ангелов. Ваши трудности будут преодолены не вашей силой и мудростью, а моим духом и моей силой. Вы преодолеете все трудности, потому что я благословляю и люблю тех, кто осмеливается верить. Избавьтесь от печали, сомнений и страхов. Иди смело, потому что я твердо веду тебя. Избавьтесь от страха, пустых эмоций и чувства отчаяния. Не поддавайтесь обиде или гневу, не позволяйте ненависти, зависти или непрощению поработить вас. Я обновляю твое сердце. Этот период кризиса закончится, и вскоре наступит новая эра благородных и святых благословений. В этот самый момент, когда ты слушаешь меня, я дарю тебе самую священную любовь, чтобы растворить твою печаль и наполнить тебя счастьем. Вместе мы отправимся в путешествие, которое полностью изменит вашу жизнь. Вы будете лучом света для своей семьи и примером для подражания для окружающих. Встаньте и сразитесь в битве, ибо победа уже неизбежна. Доверьте мне свою печаль и разочарование и передайте эти желания в мои руки. Положите к моим ногам те мысли, которые говорят вам, что вы бесполезны. Я хочу, чтобы ты почувствовал настоящую любовь, понял, что есть кто-то, кто любит тебя искренне и преданно, страсть, которой ты никогда раньше не знал. Продолжайте молиться, и я надеюсь, что вы здесь со мной, под защитой моей святой мантии. Я не отпущу тебя, даже если мне захочется отвернуть тебя, даже если враг попытается вырвать тебя из моих рук. Я буду с тобой, куда бы ты ни пошел. Моя любовь и сила поддерживают и воодушевляют тебя сегодня. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Ничто не может разлучить тебя с моей любовью. Я люблю тебя нерушимой любовью. Не сомневайся в моей любви. Докажите свою веру. Будьте смелыми и бесстрашно сражайтесь в битвах. Не бойтесь никакой угрозы и не позволяйте пессимизму других нарушать ваш покой. Те, кто не верит моим обещаниям, бесцельно бродят, тщетно ища счастья. Но у вас хватило смелости отвергнуть негативные мнения. Никогда больше не принимайте слова поражения или презрения. Стремитесь быть с людьми, которые ценят и укрепляют вас, которые не пытаются контролировать вашу жизнь или вторгаться в ваше личное пространство. Не позволяйте врагу поработить вас. Окружите себя людьми, которые уважают вас и не оскорбляют других. Благословляйте тех, кто действительно вдохновляет вас. Эта связь доверия существует между вами и мной. Я хочу поговорить с тобой и рассказать о своих планах и целях. Если хочешь узнать меня получше, подойди поближе, я жду тебя здесь каждое утро. Дай мне мгновение в ночной тишине, когда другие спят, приносите свои просьбы и внимательно слушайте слова, которые я шепчу вам каждый день. Сохраняйте веру, потому что я отвечу вам и вашей семье разными способами. Позвони мне, и я отвечу тебе. Я открою великое и чудесное во снах и видениях. Я расскажу тебе свой план. Я подниму вас на уровень свидетеля необыкновенных чудес. Примите и поделитесь этими словами с верой, и я приблизю вас к великим благословениям. Я так хочу благословить тебя. Я веду тебя в центр моего сердца. Этими словами я раскрываю вам степень своей любви. С этого момента вы чувствуете себя отдохнувшим. Ваши молитвы и хвала достигают небес. Со своего трона я посылаю благословения,
чтобы восстановить вашу радость и исцелить ваше сокровенное существо. Никогда не сомневайся в моей любви, докажите свою веру. Будьте смелыми и бесстрашно сражайтесь в битвах. Не позволяйте пессимизму других нарушать ваш покой. Те, кто не верит моим обещаниям, бесцельно бродят, тщетно ища счастья. Но у тебя хватило смелости отвергнуть негативное мнение окружающих, и ты продолжал верить в меня, несмотря на насмешки. Поэтому я обещаю, что никогда не оставлю тебя. Я никогда не оставлю тебя. Я защищу тебя от твоих врагов. Я забочусь о вашем эмоциональном благополучии. Пусть ваш разум питается моим святым словом, и пусть все ваши планы и мечты соответствуют моей воле. Не поддавайтесь давлению со стороны других, не принимайте поспешных решений, чтобы угодить другим. Будьте терпеливы и руководствуйтесь мной в своих молитвах, и я покажу вам путь к успеху. Отвергнуть мысли о неудаче, помни, что я люблю тебя и что ты под моей опекой. Благодаря моей глубокой любви к тебе, ты победишь во всем. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя любимыми и защищенными, чтобы вы могли мужественно и бесстрашно противостоять своим страхам и трудностям. Обратитесь к моему слову за обещаниями, которые направят ваши шаги и осветят ваш путь. Вам не нужно идти вперед вслепую, я повелеваю тебе добиться успеха и окунуться в мою любовь. Я прививаю вам смелость и способность совершать великие дела, расти в мудрости, преодолевать препятствия, преодолевать трудности, побеждать чемпионов. Скажи мне, что еще нужно. Я слушаю и надеюсь, что моя воля откроется в вашей жизни и что моя сила откроется необыкновенным и ясным образом. Я надеюсь, что люди вокруг вас понимают правду обо мне. В вашем будущем и стремлениях открывается божественная вера, превосходящая все земное. Посылаю ангелов сопровождать вас в этом путешествии веры. Ваши проблемы будут преодолены не вашей собственной силой или мудростью, а проявлением моего духа и моей силы в вашей жизни. На каждом перекрестке, в каждой битве ты обретешь победу, потому что я благословляю и люблю тех, кто осмелится довериться мне. Отпустите печаль, сомнения и страх, которые терзают ваше сердце. Смело идите вперед, ибо я сам неуклонно поведу вас по пути света. Освободитесь от иррациональных страхов, пустых эмоций и чувства отчаяния, которые привязывают вас к прошлому. Не позволяйте себе поддаться обиде и гневу, не позволяйте ненависти, зависти и нетерпимости сковывать вас. Я работаю в твоем сердце, чтобы полностью обновить его. Это время скорби закончится, и вскоре наступит новый век славных благословений. В этот самый момент моя любовь окружает тебя, убирает тень печали и наполняет радостью. Вместе мы отправимся в путешествие, которое изменит всю вашу жизнь. Вы будете лучом света для своей семьи и живым свидетельством для окружающих. Встань, ибо битва уже окончена, и я поддерживаю тебя крепкой рукой. Доверь мне время печали и разочарования, дай мне желание сдаться, которое мучает тебя. Положите к моим ногам бесполезные мысли, которые вас беспокоят. Я хочу, чтобы вы поняли, что есть человек, который чувствует настоящую любовь и любит любовью, превосходящей всякое человеческое понимание. Продолжайте молиться, я жажду вашей компании, я хочу, чтобы вы были здесь со мной, защищенные покровом благодати. Даже если у меня возникнет искушение отвернуть тебя, даже если враг попытается вырвать тебя из моих рук, я не отпущу тебя.
Я буду с тобой на каждом этапе пути. Сегодня моя любовь и сила поддержат тебя и преодолеют любые трудности. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Ничто в этом мире не может отделить тебя от моей вечной и безусловной любви. Не оставляйте места для сомнений в вашем сердце, смело доказывайте свою веру. Будьте уверены, я сражаюсь плечом к плечу с вами. Не бойтесь угроз и не позволяйте разочарованиям других нарушать ваш внутренний покой. Те, кто не верит моим обещаниям, бесцельно скитаются, тщетно ища счастья в мимолетных удовольствиях этого мира. Но у вас хватило смелости отрицать голоса разочарования и неуверенности. Не позволяйте словам поражения и оскорблениям повлиять на вас. Окружите себя людьми, которые ценят вас, вдохновляют вас и не стремятся контролировать вас или контролировать вашу жизнь. Не позволяйте врагу поработить вас страху и неуверенности. Окружите себя людьми, которые уважают вас и используют слова поддержки и мудрости. Эти узы доверия представляют собой личные отношения между вами и мной. Я хочу пообщаться с вами и раскрыть вам свои жизненные планы и цели. Если хочешь узнать меня глубже, подойди ближе, я жду здесь каждого нового рассвета. Дай мне минуты тишины в ночной тишине, когда все спят. Принесите мне свои просьбы и внимательно слушайте слова, которые я шепчу вам в сердце каждый день. Сохраняйте веру, потому что я отплачу вам и вашей семье больше, чем вы можете себе представить. Позвони мне, и я отвечу тебе. Я открою великое и чудесное во снах и видениях. Я расскажу вам свой план и выведу вас на уровень близости, где вы станете свидетелями необыкновенных чудес в своей жизни. Примите эти слова с верой и поделитесь ими с теми, кто ищет истину. Таким образом, я приблизю вас к великим благословениям и покажу мою славу в вашей жизни. Я хочу обильно благословить вас и погрузить в реку Духа, где вы обретете жизнь в полной и вечной радости. Этими словами я открываю тебе безграничную степень моей любви к тебе. С этого момента вы почувствуете свежесть в своем духе, ваши молитвы и хвала зовутся на небеса. С моего небесного престола я посылаю благословение, чтобы восстановить вашу радость и исцелить ваши глубокие раны. Никогда не сомневайся в моей любви к тебе, будьте храбры в своей вере и сражайтесь в битвах, зная, что я всегда с вами. Не позволяйте пессимизму других нарушать ваш внутренний покой. Те, кто сомневаются в моих обещаниях, бесцельно блуждают во тьме, тщетно ища счастья в мимолетных удовольствиях этого мира. Но у тебя есть смелость отвергнуть голоса разочарования и неверия, которые пытаются отделить тебя от моей безусловной любви. Поэтому я уверяю вас, что никогда не оставлю и не покину вас. Я сам защищу тебя от твоих врагов и наставлю на путь справедливости и мира. Я забочусь о вашем эмоциональном благополучии. Пусть ваш разум будет обновлен моим святым словом, и пусть все ваши планы и мечты соответствуют моей совершенной воле для вас. Не поддавайтесь давлению со стороны других и не принимайте поспешных решений, чтобы угодить другим. Будьте терпеливы и руководствуйтесь мной в своих молитвах, я покажу вам путь к истинному успеху и полноте жизни, которую вы желаете. Отбросьте мысли о неудаче и поражении, помни, что я люблю тебя вечной любовью и что ты всегда под моей опекой и защитой. Ты пришел, потому что я действительно люблю тебя. Как победа во всех битвах.
Я хочу, чтобы ты влюбился в меня, почувствовал себя в безопасности, бросил вызов своим страхам и испытаниям и был уверен, что я всегда с тобой. Обращайтесь к моему слову за обещаниями, которые направят ваши шаги и дадут вам силы двигаться вперед перед лицом невзгод. Вам не нужно идти в темноте или двигаться вперед вслепую, я повелеваю тебе добиться успеха и быть окутанным моей любовью и благодатью. Я прививаю вам смелость и способность достигать величия, расти в мудрости и знаниях, преодолевать все препятствия, стоящие на вашем пути, и побеждать чемпионов, бросающих вам вызов. Скажи мне, что еще нужно, слушаю внимательно и надеюсь, что моя воля проявится в твоей жизни необыкновенным и ясным образом, чтобы все окружающие познали мою истину и обратились ко мне с открытым и покаянным сердцем. Вы канал, через который я хочу благословить человечество. Начните со своей семьи, это заставляет их хотеть больше моего присутствия. Заступитесь за них в молитве, и я прикоснусь к ним своей целительной силой. Я уничтожу их болезни, устраню их нужду и устраню их бедность. Я уберу печаль, конфликты, ненависть и разногласия. На ее место придет толерантность и гармония. Мир придет в ваш дом, но будьте храбры и не бойтесь. Поделись с ними моей милостью и верностью. Дайте им знать, что их благословения не являются результатом удачи или удачи. Помогите им осознать все благословения, которые они имеют, и никогда не забывайте, что именно я благословляю и поддерживаю их. Призовите их принять мое руководство на каждом этапе пути и поставить меня на первое место в своих сердцах. Мое желание – изменить твою судьбу. Мои наилучшие пожелания вам и вашей семье. Я хочу осветить свой дом своим светом и в темноте ночи, и при свете дня. Будьте прибежищем для нуждающихся. Пусть каждый, кто переступит твой порог, исцелится от своей болезни, ощутит мое присутствие и станет свидетелем сверхъестественных чудес в твоем доме. У вас и ваших близких есть мощная цель, которая осуществится. Хотя вы, возможно, не видите и не понимаете в этот момент, ожидания, возлагаемые на вас, могут быть высокими, но мои планы отличаются от планов людей, мои цели совершенны, и мои благословения для вас будут намного больше, чем многие ожидают. Поэтому я призываю вас непрестанно молиться, искать мое слово и подчиняться моей воле. Обратите внимание на мой голос рано утром. Я хочу дать вам руководство и мудрость, чтобы вы не ходили во тьме. Я хочу, чтобы вы не следовали по стопам тех, кто каждый день выходит победителем и сдается вызовам и поражениям, которые предлагает им этот мир. Если вы возьмете меня за руку и поверите моему слову, я приду предложить вам жизнь с избытком. Мои благословения достигнут тебя. Я стремился узнать свою волю, и теперь она у меня есть. Я люблю тебя и надеюсь благословлять тебя больше с каждым днем. Этот мир может попытаться поколебать вашу веру и окружить вас страданиями, но я уже победил этот мир, и его атаки не имеют над вами власти. Если вы примете мои слова с верой и примете мои благословения с любовью и смирением, вам не придется беспокоиться. Не подведите себя и не разочаровывайтесь. Я слышу все твои молитвы. Я проложу путь посреди пустыни. С моего трона течет река силы, которая смоет все ваши беды и оставит вашу душу чистой, спокойной и умиротворенной. Готов наполниться верой,
надеждой и миром. Остановите мысли, которые вторгаются в стены вашего разума. Разреши мне зайти в те уголки, где ты прячешь воспоминания, которые гнетут тебя и причиняют тебе печаль и боль. Я твой Господь и Спаситель. Вы простили свои ошибки, и нет причин терзать себя сомнениями и обвинениями. Если вы думаете, что это послание может благословить других, я призываю вас поделиться им. Ваш вклад важен для того, чтобы охватить больше людей, которые, как и вы, нуждаются в том, чтобы их услышали и благословили. Поделившись этим посланием, вы меняете ситуацию к лучшему и будете очень благословлены. Эти слова, которые вы получаете, не являются результатом случайности. Когда ты рядом со мной, не бывает поражений или неудач. В трудные времена мы пойдем вместе, в разгар борьбы я обниму тебя любовью и укреплю твою душу добрыми словами. Ваша жизнь и обстоятельства имеют для меня значение, я говорил вам много раз. Хотя вы столкнулись с миром, полным страданий, я преодолел их через мою крестную жертву и воскресение. Я хочу передать вам эту силу, хочу почувствовать внутри вас источник живой воды, который навсегда утолит вашу жажду. Ваши печали будут удалены, очищают все нечистоты и вселяют смелость и силу в вашу уставшую душу. Надеюсь, ты помнишь мое присутствие. Ищи меня всегда, днем и ночью, в хорошие времена, в плохие времена, в изобилии и в нужде. Независимо от ваших обстоятельств, вы не обречены на неудачу или отказ от всех благословений, которые я приготовил для вас. После бури наступит затишье. Волны могут шуметь и разбиваться, но когда ты слышишь мой голос, море успокаивается. Мир, который вы чувствуете сейчас, слушая меня, это дар любви, он согласен. Эй, не отвергай ее, не отказывай ей в любви, потому что ты ее не заслуживаешь. Я знаю, что в духовном мире идет ежедневная борьба. Враг стремится ослабить и сломить тебя, но ты не один, я с тобой. Мне просто нужно немного твоей веры. Жизнь меняется в одно мгновение, это нормально, плакать и чувствовать себя некомфортно. Также полезно выражать свои чувства, чтобы восстановить душевное благополучие. Но вы никогда не должны верить, что вы навсегда застрянете в печали боль, которая заставляет тебя плакать бесконечно, или твоя судьба – вечное поражение. Ваши враги и мнимые друзья скажут что угодно, чтобы вас сломить, им не хватает смелости встать и сражаться. Но я пришел, чтобы дать тебе жизнь, так что посмотри и возьми меня за руку. Желаю вам обильной радости и неукротимого духа. Я понимаю вашу борьбу. Иногда кажется, что нет смысла продолжать идти, и легче смириться с неудачей и дождаться конца. Но я люблю тебя, у меня сильные намерения в отношении тебя и твоей семьи, не отказывайтесь от своих благословений. Не возвращайтесь в страну отчаяния, это не мой план на тебя. Я пришел, чтобы дать вам жизнь с избытком и сверхъестественную силу. Не полагайтесь на свои чувства или на то, что говорят мужчины. Если сегодня у тебя проблемы и ты чувствуешь, что тобой пренебрегают, послушай, я люблю тебя. Если ты вдруг окажешься в трудной ситуации, не думай, что я тебя больше не люблю. Я пишу эти слова в твоем сердце, и ты будешь помнить их каждый день, что бы ни случилось. Что бы ни случилось, я буду продолжать любить тебя сильнее с каждой минутой.
Не перегружайте себя этими чувствами. Не позволяйте одиночеству заставить вас поверить, что вы одиноки в этой жизни и что никто не заботится о вас и не сочувствует вам. И кто я? Я действительно говорю с вами, а не плод вашего воображения. В каждом из этих слов содержится любовь, которая исцелит ваше сердце. Что я значу для тебя? Скажи мне, я хочу услышать. Если ты не думаешь обо мне как о друге или предпочитаешь, чтобы тебя оставили в покое, будь храбрым и скажи это сейчас. Но что бы ты ни думал, я не пойду. Даже если ты решишь выгнать меня из своей жизни, я буду здесь. Даже если я обращаюсь в противоположном направлении, я протягиваю руку. Даже если ты отвергнешь меня, обещаю, я не такой, как остальные. Я действительно тебя люблю, я не отдам это тебе. Моя преданность вечна и нерушима, моя любовь к тебе никогда не меняется. Сегодня ты сказал мне, что мне нужно идти, но я останусь здесь и каждый день буду напоминать тебе об этой искренней любви. Я знаю, ты действительно чувствуешь это сейчас. Приходите, позвольте мне обнять вас божественной любовью и помочь вам преодолеть эту ситуацию, с которой вы столкнулись. Я здесь, чтобы помочь вам. Я здесь, чтобы подать тебе руку. Поймайте его и почувствуйте себя спокойно. Ваши печали закончились. Вы инструмент, с помощью которого я хочу благословить человечество, начиная с моей семьи. Поощряйте их больше искать моего присутствия и направляйте ваши молитвы, чтобы ходатайствовать за них, поскольку я коснусь их жизни моей исцеляющей силой. Я уничтожу их болезни, устраню нужду и устраню бедность из их окружения. Вместо печали, раздоров и ненависти я посею в ваших сердцах толерантность и гармонию. В вашем доме будет мир, так что будьте смелыми и поделитесь с ними моей милостью и преданностью. Пусть они знают, что их благословения исходят от моей любви, а не являются результатом случайности. Важно признать все ваши благословения и помочь вам понять, что я единственный, кто всегда поддерживает и благословляет вас. Призовите их принять мое руководство на каждом этапе пути и поставить меня на первое место в своих сердцах. Мое желание изменить твою жизнь и судьбу, мои наилучшие пожелания вам и вашей семье. Пусть твой дом сияет моим светом во тьме ночи и при свете дня. Пусть он станет убежищем для нуждающихся, местом, где можно по-настоящему ощутить мое присутствие. Пусть каждый, кто переступит твой порог, исцелится от болезни, испытает мою любовь и станет свидетелем необыкновенных чудес. У вас и ваших близких есть мощная цель, которая осуществится. Даже несмотря на то, что в данный момент вы не можете полностью увидеть или понять, мои планы на вас превосходят ваше воображение. Ваши ожидания могут быть высокими, но мой путь выше и совершеннее вашего. Я призываю вас молиться непрестанно, искать моего слова и подчиняться моей воле в каждый момент. Обратите внимание на мой голос, особенно в тихие времена, потому что я хочу вести вас и дать вам мудрость ходить во свете. Я хочу, чтобы ты каждый день выходил победителем и никогда не сдавался перед лицом невзгод. Я пришел предложить вам жизнь с избытком, если вы поверите в меня и соблюдете мое слово. Мои благословения достигнут тебя. Я стремился узнать свою волю, и теперь она у меня есть.
Я люблю тебя и надеюсь благословлять тебя больше с каждым днем. Хотя этот мир может попытаться ослабить вашу веру и окружить вас страданиями, помните, что я уже победил мир. Если вы примете мои слова с верой и примете мои благословения с любовью и смирением, вам не придется бояться. Я слышу все твои молитвы. Я прокладываю путь через пустыню твоих страданий. С моего трона течет река силы, которая смоет все ваши беды и оставит вашу душу чистой, спокойной и умиротворенной. Приготовьтесь наполниться верой, надеждой и миром. Позвольте мне остановить мысли, которые беспокоят ваш разум, и получить доступ к тем частям вашего сердца, которые нуждаются в исцелении и восстановлении. Я твой Господь и Спаситель, ваши грехи прощены, и я здесь, чтобы укрепить вас. Если вы думаете, что это послание может благословить других, я призываю вас поделиться им. Ваш вклад важен для достижения многих людей, которые нуждаются в том, чтобы их услышали и благословили. Поделившись этим посланием, вы измените ситуацию к лучшему и получите благословение взамен. Эти слова, которые вы получаете, не случайны. Когда ты рядом со мной, не бывает поражений или неудач. В трудные времена мы пойдем вместе, в разгар борьбы я обниму тебя любовью и укреплю твой дух. Ваша жизнь и обстоятельства имеют для меня значение, и я хочу, чтобы вы всегда чувствовали мою любовь и обеспечение. Не перегружайте себя негативными эмоциями. Не позволяй одиночеству привести тебя в отчаяние. Я здесь, чтобы напомнить вам, что вы никогда не одиноки и что я всегда с вами. Даже если ты решишь держаться от меня подальше, моя любовь к тебе никогда не изменится. Я очень тебя люблю и всегда желаю тебе всего наилучшего. Не поддавайтесь печали и не позволяйте разочарованию парализовать вас. Я здесь, чтобы дать вам жизнь в изобилии и необычайной силе. Доверьтесь мне и моему плану для вас, и вы увидите, что я превращаю ваши слезы в радость, а вашу боль в хвалу. Не забывай, что я твое прибежище и сила, ты всегда можешь прийти ко мне за утешением и помощью. Моменты отчаяния прошли. Я хочу проявить ласку и нежность. Откройте свою жизнь моему присутствию и любви. Я хочу, чтобы ты понял, что никто и никогда не будет любить тебя так, как я. Я знаю каждый уголок твоего сердца. Иногда боль может быть настолько глубокой, что вы думаете о том, чтобы сдаться. Давно мне не хотелось вставать и встречать новый день полный энергии и радости. Закройте глаза, положите руки на грудь и почувствуйте, как я осыпаю вас любовью, честностью и миром. Я слушаю ваши молитвы в трудные минуты. Вскоре вы увидите своими глазами, как вы будете освобождены, укреплены и возвышены моей любовью и силой. Люби меня, ищи меня, поклоняйся мне, стойте твердо в моей вере. Ты сталкиваешься со многими трудностями, но я делаю тебя сильнее. Возникают разные ситуации, но ваша вера в меня придает вам смелости. Не бойтесь своей боли, столкнитесь со своими трудностями и трудностями. Обратитесь к моим обещаниям и моим словам, ко всему, что я сказал вам, чтобы возвысить свой дух. Вы пришли ко мне за помощью, хотя ветры страданий сильно дуют против вас. Услышьте мой могучий голос, и буря утихнет. Я укреплю твой дух.
твердо стоять на скале, чтобы преодолеть трудности этой жизни. Поднимите флаг вашего корабля. Не бойтесь выходить в море, даже если бушующие волны попытаются задеть ваши желания горькими оскорблениями. Сосредоточьтесь на мне, моей любви и силе, ибо я ваш лидер, и вы не утонете. Ваше бремя может показаться тяжелым, но я сдержу свое обещание и помогу вам его нести. Будьте терпеливы и не расстраивайтесь, ведь сегодня я наполню вас огромной силой, когда вы столкнетесь с проблемами, и завтра вы проснетесь без страха. Те умы, которые открыты негативу, которые отказываются верить в мою истину, которые высмеивают мое слово, которые высмеивают эту любовь, которая стремится исцелить и спасти. Те, кто недостаточно смел, чтобы поверить в истинного Бога, не получат благословений, которые я приготовил для тех, кто искренне верит в меня и хочет найти меня. Поэтому вы должны верить, что любой стресс или тревога, с которыми вы столкнетесь сегодня, ничто по сравнению с радостью, которую вы испытаете в ожидаемый день получения своих благословений. Я никогда не оставлю тебя в моменты твоей слабости. Я никогда не отказывался от тебя. Я заберу твои печали и наполню тебя радостью. Если ты будешь усердно искать меня каждый день, закроешь дверь своей комнаты и предстанешь передо мной, и если ты вознесешь свое сердце к великой хвале и высшему поклонению, и если ты призовешь меня всем своим сердцем и душой, верь в меня. Я выслушаю вас и подниму вас на более высокий уровень. Вы почувствуете себя более могущественным и радостно увидите, что стоит дать мне место в вашем сердце, что вы решили сделать меня Богом, Царем и Господом. Я знаю все, что с тобой произошло, и чувствую вместе с тобой то, что чувствуешь ты, когда доверяешь мне свою жизнь, рассказываешь мне, что происходит, вверяешь свое будущее и планы в мои руки. Вот вера, живущая на небесах, и я посылаю тысячи ангелов вам в помощь. Ваши проблемы будут решены не вашей собственной силой и знаниями, а моим духом и моей силой. В любой ситуации вы выиграете, вы преодолеете все трудности, потому что я люблю и благословляю тех, кто осмеливается верить. Подари мне свою печаль, сомнения и страх. Иди смело, ибо я держу тебя за руку. Избавьтесь от страха, эмоций и чувства пустоты. Не тратьте свою жизнь на обиду и гнев. Не будьте рабом ненависти, зависти и непрощения. Я обновляю твое сердце. Этот период кризиса закончился. Скоро для вас начнется новая эпоха великих и святых благ. Я предлагаю тебе чистую любовь, которая положит конец твоей печали и наполнит тебя счастьем. Вы действительно чувствуете это прямо сейчас, когда слушаете меня. Вместе мы на пути к тому, чтобы полностью изменить вашу жизнь. Вы будете благословением для своей семьи и примером для подражания для окружающих. Встаньте и вступите в бой, ведь победа уже в ваших руках. Подари мне свою печаль и разочарование. Я дал это желание оставить все в своих руках. Оставь эти мысли о себе бесполезными у моих ног. Я хочу, чтобы ты открыл для себя настоящую любовь и, наконец, понял, что есть кто-то, кто любит тебя настоящими и искренними чувствами, эмоциями, которых ты никогда раньше не испытывал. Это моя милая, нежная, сильная любовь к тебе. Продолжать молиться я бы хотел, чтобы ты был здесь, рядом со мной. Ты хорошо защищен моей святой мантией. Разочарование, охватившее тебя,
хочет оттолкнуть тебя, вырвать из моих рук и увести по ложному пути. Но это не твоя судьба. Это не то, что я для тебя запланировал. Итак, я говорю сегодня, чтобы поднять вам настроение, дать вам покой, убрать беспокойство и дать вам необходимые силы. Прими мою любовь, ответь сейчас, прими мою силу. Ответьте мне со всей искренностью. Я заявляю, что вы не покинете мое присутствие. Но я предупреждаю тебя, даже если ты попытаешься уйти, даже если враг попытается вырвать тебя из моей руки, я не отпущу тебя. Куда бы ты ни пошел, я буду с тобой, я возьму тебя на руки и верну обратно к себе. Враг твоей души будет продолжать настаивать на том, что ты навсегда одинок и что я отверг тебя, потому что ты несовершенен. Но это неправда. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Ничто не может отделить вас от моей любви, ни стыд, ни отвержение, ни неудача, ни осуждение. Я люблю тебя нерушимой и незабываемой любовью. Знаешь, я повторяю тебе, подтверждаю и подтверждаю своими устами, и твое сердце начинает гореть пламенем моей вечной любви. Вы чувствуете это в своем сердце. Я наполняю тебя волей к жизни, и несмотря на все, казалось бы, невозможные обстоятельства, все, казалось бы, непреодолимые препятствия, все атаки в твоей жизни, начиная с сегодняшнего дня, все изменится. Это никогда не будет прежним. Ты принял меня в свое сердце. Я полностью изменился внутри. Вы оставили прошлое, зло, все, что причиняло вам боль, позади. Сегодня я родился заново, сегодня ты начнешь получать это наследство, которое я дал тебе. Рядом со мной есть вечная жизнь, но Святой Дух наполняет вас, чтобы дать вам силы, необходимые для жизни в этом мире. Когда вы почувствуете, как этот огонь касается вашей души, ваши уста откроются в хвале, и вы, наконец, поймете, насколько велика моя сила. Я возьму тебя за руку и подниму высоко. Вы будете подобны тем, кто мечтает, губы твои запоют от сладкой радости. Все бремя, которое вас беспокоит, исчезнет. Вы увидите себя таким, каким вижу вас я, особенным человеком, которого я воспитываю, чтобы преодолеть ваши трудности и достичь новых качеств. Вы не принадлежите к группе негативных людей, которым стыдно поверить мне на слово. Проснитесь, вместо того, чтобы ощутить дневной свет, вы будете цепляться только за тьму и ложь. Они чувствуют себя брошенными, потому что решили сделать это. Они отказались от моей любви и ласки. Они хотят быть совершенными, веря, что только тогда они получат мою благодать. Но я хочу только простой и искренней веры. Если эти слова «Отчаянные минуты позади, и теперь я хочу по-новому показать тебе свою любовь и нежность». Откройте свою жизнь моему присутствию и любви и позвольте моему свету наполнить каждый уголок вашего существа. Я хочу, чтобы ты понял, что моя любовь к тебе несравненна, вечна и больше, чем любая другая любовь в этом мире. Возможно, вы иногда чувствовали себя подавленными своей болью и думали о том, чтобы сдаться. Но сегодня я предлагаю вам закрыть глаза, положить руки на сердце и почувствовать, как оно наполняет вас искренней и глубокой любовью. Я внимателен ко всем вашим молитвам в трудные минуты, и вскоре вы ощутите мою освобождающую, укрепляющую и возвышающую силу в своей жизни. Люби меня, ищи меня, склоняйся передо мной, твердо стой в своей вере.
Хотя вы сталкиваетесь со многими трудностями, я хочу напомнить вам, что каждая трудная ситуация, с которой вы сталкиваетесь, делает вас сильнее. Не бойтесь своей боли, потому что через меня у вас есть сила преодолеть любую проблему. Сосредоточьтесь на моих обещаниях и моих словах, ибо в них вы найдете силу и утешение, необходимые вам для продвижения вперед. Даже когда на тебя дуют ветры бед, помни, что я пришел быть твоим прибежищем и силой. Послушайте мой могучий голос, и вы увидите, как вокруг вас стихают ветры и бури жизни. Я твердо стою на скале своей любви и смело встречаю вызовы этой жизни. Не бойтесь поднять паруса своего корабля и путешествовать по бурным водам жизни, потому что я ваш капитан и никогда не позволю вам потерпеть кораблекрушение. Ваше бремя может показаться тяжелым, но я хочу, чтобы вы знали, я никогда не оставлю вас одного, чтобы нести его. Я здесь, чтобы помочь вам нести это и дать вам силы, необходимые для движения вперед. Будьте терпеливы и не падайте духом, потому что даже среди ваших трудностей я дам вам новые силы, чтобы вы могли подняться и с уверенностью продолжить свой путь. Те умы, которые цепляются за негатив и отказываются верить в мою истину, никогда не испытают благословений, которые я приготовил для тех, кто верит в меня и хочет следовать за мной. Поэтому я призываю вас сохранять веру и доверие ко мне, даже когда вы сталкиваетесь с испытаниями и невзгодами в своей жизни. Потому что даже если вы столкнетесь со стрессом и тревогой, радость, которую вы испытаете, получив мои благословения, намного перевесит любую боль, которую вы испытывали раньше. Я никогда не оставлю тебя в минуту твоей слабости, никогда не оставлю тебя беспомощным. Я заберу твою боль и наполню тебя радостью и покоем. Обещаю, что если вы усердно и искренне будете искать меня, закройте дверь своей комнаты, помолитесь и поклонитесь мне, я услышу вашу просьбу и подниму вас на новые высоты в вашей духовной жизни. Я знаю, что ты отдал мне свое сердце и жизнь, и я хочу, чтобы ты знал, что я знаю каждую деталь твоего существа. Я с вами на каждом этапе пути и чувствую вместе с вами каждое чувство и опыт. По мере того, как вы глубже погружаетесь в мою любовь и веру, вы испытаете полную трансформацию своей жизни. Пусть моя любовь всегда окружает тебя сегодня, напоминая, что ты никогда не будешь одинок и что ты можешь доверить мне руководство и поддержку на твоем пути. Я люблю тебя невыразимо и хочу, чтобы ты почувствовал мою любовь в полной мере в своей жизни. Помните, что я всегда с вами, держу вас в своих любящих объятиях и веду вас в будущее, полное надежд и благословений. Дни отчаяния прошли. Я хочу показать свою привязанность и нежность. Откройте свою жизнь моему присутствию и любви. Я хочу, чтобы ты почувствовал и понял, что никто никогда не будет любить тебя так, как я. Я знаю все, что происходит в твоем сердце и разуме. Иногда боль настолько глубока, что думаешь о том, чтобы сдаться. Прошло много времени с тех пор, как мне в последний раз хотелось встать и начать новый день, полный энтузиазма и радости. Закройте глаза, положите руки на грудь и начните чувствовать, как она наполняет вас любовью, честностью и миром. Я внимателен к вашим молитвам в трудную минуту. Вскоре вы увидите собственными глазами, как вы будете освобождены, укреплены и возвышены моей любовью и силой. Люби меня, ищи меня, преклоняй колени, храни веру. У тебя много проблем,
но я укрепляю тебя. Возникает множество ситуаций, но ваша вера в меня делает вас храбрыми. Не бойтесь своей боли, столкнитесь со своими трудностями и трудностями. Обратите внимание на мои обещания и мои слова. Я подниму твое сердце ко всему, что я скажу тебе. Возможно, на тебя дуют ветры скорби, но ты пришел ко мне за помощью. Когда ты услышишь мой могучий голос, буря прекратится. Я укреплю твой дух. Твердо стойте на скале и преодолейте невзгоды этой жизни. Поднимите флаг вашего корабля. Не бойтесь передать свое желание через океан жестокими оскорблениями. Я твой лидер, и ты не утонешь, поэтому посмотри на меня, мою любовь и мою силу. Ваше бремя может показаться тяжелым, но я сдержу свое обещание и помогу вам его нести. Будьте терпеливы и не расстраивайтесь, ведь сегодня я наполню вас огромной силой, когда вы столкнетесь с проблемами, а завтра вы проснетесь и не будете бояться. Насмешники этой любви, которые открывают свои сердца негативу, отказываются верить моей истине, игнорируют мое слово, стремятся исцелить и спасти. Те, кто недостаточно смел, чтобы поверить в истинного Бога, не получат благословений, которые я приготовил для тех, кто искренне верит в меня и хочет найти меня. Поэтому вы должны верить, что любой стресс или тревога, с которыми вы столкнетесь сегодня, ничто по сравнению с радостью, которую вы испытаете в ожидаемый день получения своих благословений. Я никогда не оставлю тебя в моменты твоей слабости. Я никогда не отказывался от тебя. Я удалил печаль из твоей души и наполнил тебя радостью. И если ты прилежно ищешь меня каждый день, закрой дверь своей комнаты, предстань передо мной, и если ты предложишь мне свое сердце с высочайшей хвалой, высочайшим поклонением, и если ты призовешь меня всем своим сердцем и всем своим стремлением, верь. Я буду слушать тебя. Я выведу тебя на более высокий уровень. Ты укрепишься и с радостью увидишь, что стоит дать мне место в твоем сердце, что ты решил сделать меня Богом, Царем и Господом. Я знаю все, что с тобой произошло, я чувствую вместе с тобой, каково это, когда ты доверяешь мне свою жизнь, рассказываешь мне, что происходит, доверяешь свое будущее и планы в мои руки. На небесах есть вера, и я посылаю тысячи ангелов, чтобы помочь вам. Ваши проблемы будут решены не вашей собственной силой и знаниями, а моим духом и моей силой. Во всем ты победишь, в любой ситуации вы выиграете, потому что я люблю и благословляю тех, кто осмелится поверить. Подари мне свою печаль, сомнения и страх. Иди смело, ибо я буду держать тебя за руку. Избавьтесь от страха, эмоций и чувства пустоты. Не тратьте свою жизнь на обиду и гнев. Не будьте рабом ненависти, зависти и непрощения. Я обновляю твое сердце. Все эти периоды кризиса подходят к концу. Скоро для вас начнется новая эпоха великих и святых благ. Я дарю тебе самую чистую любовь, которая положит конец твоей печали и сделает тебя очень счастливым. В этот момент ты действительно чувствуешь это, когда слушаешь меня. Давайте вместе изменим вашу жизнь полностью. Вы будете благословением для своей семьи и примером для подражания для окружающих. Победа уже за вами, так что встаньте и сражайтесь. Подари мне свою печаль и разочарование. Доверьте мне свое желание и оставьте все.
Оставь свои никчемные мысли у моих ног. Я хочу, чтобы ты познал настоящую любовь, понял наконец, что есть кто-то, кто любит тебя настоящими, искренними чувствами, со страстью, которой ты никогда раньше не чувствовал. Это моя милая, нежная, сильная любовь к тебе. Продолжать молиться, я хочу, чтобы ты был здесь со мной. Здесь ты хорошо защищен моей святой мантией. Это разочарование, которое нападает на вас, хочет оттолкнуть вас, выхватить из моих рук и утащить по неверному пути. Но это не твоя судьба. Это не то, что я для тебя запланировал. Поэтому сегодня я обращаюсь к вам, чтобы поднять вам настроение, дать вам покой, убрать беспокойство и дать вам необходимые силы. Прими мою любовь, скажи мне сейчас, прими мою силу. Ответьте мне со всей искренностью, скажи, что не покинешь моего присутствия. Но предупреждаю тебя, даже если ты захочешь уйти, даже если враг попытается вырвать тебя из моей руки, я не отпущу тебя. Куда бы ты ни пошел, я буду с тобой, я возьму тебя на руки и верну обратно к себе. Враг твоей души будет продолжать настаивать на том, что ты навсегда одинок и что я отверг тебя, потому что ты несовершенен. Но это неправда. Нет. Я не оставлю тебя, я не оставлю тебя. Ничто не может отделить вас от моей любви, ни стыд, ни отвержение, ни неудача, ни осуждение. Я люблю тебя нерушимой и незабываемой любовью. Знаешь, как только я тебе это повторю, подтвержу своими устами и произнесу это, твое сердце начнет гореть пламенем моей вечной любви. Вы чувствуете это в своем сердце. Я наполняю тебя волей к жизни, и несмотря на все, казалось бы, невозможные обстоятельства, все, казалось бы, непреодолимые препятствия, все атаки в твоей жизни, начиная с сегодняшнего дня, все изменятся. Это никогда не будет прежним. Ты принял меня в свое сердце. Я полностью изменился внутри. Вы оставили прошлое, зло, все, что причиняло вам боль, позади. Сегодня я родился заново, сегодня ты начнешь получать это наследство, которое я дал тебе. Рядом со мной есть вечная жизнь, но Святой Дух наполняет вас, чтобы дать вам силы, необходимые для жизни в этом мире. Когда вы почувствуете, как этот огонь касается вашей души, ваши уста откроются в хвале, и вы, наконец, поймете, насколько велика моя сила. Я возьму тебя за руку и подниму высоко. Вы будете подобны тем, кто мечтает, губы твои запоют от сладкой радости. Все бремя, которое вас беспокоит, исчезнет. Вы увидите себя таким, каким вижу вас я, особенным человеком, которого я воспитываю, чтобы преодолеть ваши трудности и достичь новых качеств. Вы не принадлежите к группе негативных людей, которым стыдно поверить мне на слово. Проснитесь, вместо того, чтобы ощутить дневной свет, вы будете цепляться только за тьму и ложь. Они чувствуют себя брошенными, потому что решили сделать это. Они отказались от моей любви и ласки. Они хотят быть совершенными, веря, что только тогда они получат мою благодать. Но я хочу только простой и искренней веры. Если эти слова «Дни отчаяния прошли», и в этот новый день я хочу окутать тебя новой любовью и нежностью. Откройте свое сердце моему присутствию и любви и позвольте мне показать вам, что моя любовь к вам несравненна. Я знаю каждую мысль и чувство в твоем сердце, даже ту сильную боль,
которую ты иногда испытываешь и которая заставляет тебя задуматься о том, чтобы сдаться. Прошло много времени с тех пор, как ваша душа чувствовала энергию и радость встречать новый день с новым духом. Я приглашаю вас сейчас закрыть глаза, почувствовать мою руку на своем сердце и наполнить его любовью, честностью и миром. В каждую трудную минуту я внимателен к вашим молитвам, готов освободить вас, укрепить вас, поднять ваш дух своей любовью и силой. Люби меня, ищи меня, склоняйся передо мной, сохраняй свою веру. Даже несмотря на то, что вы можете столкнуться со многими проблемами и трудными ситуациями, помните, что ваша вера в меня делает вас сильными и мужественными. Не бойтесь боли, ибо в ней вы найдете силы бороться, цепляясь за мои обещания и мои слова как за маяк, ведущий вашу душу к свету. Ты пришел ко мне за спасением и помощью, хотя дул яростный ветер страданий. Мой могучий голос успокоит бури, которые толкают вас вниз, укрепит ваш дух, и вы будете твердо стоять на скале моей любви. Идите смело, полагая, что я ваш надежный проводник, капитан, который поднимает паруса вашего корабля и ведет вас к спокойным водам. Ваше бремя может показаться тяжелым, но я обещаю, что не оставлю вас одного. Примите это, зная, что я с вами, чтобы помочь вам пройти через это с терпением и силой. Не отчаивайтесь, ведь в этот самый момент я вселяю в вас новые силы, чтобы вы могли встретить завтрашний день с уверенностью и надеждой. Те, кто цепляются за негатив и отрицают мою истину, никогда не испытают благословений, которые я приготовил для тех, кто верит в меня и искренне ищет меня. Хотя сегодня вы можете испытывать стресс и тревогу, помните, что радость, которая ожидает вас, когда вы получите мои благословения, намного перевесит любую боль, которую вы можете испытать. Я никогда не оставлю тебя и не оставлю тебя одного в самые слабые моменты. Я всегда рядом, готов услышать ваши молитвы и поднять вам настроение. Ищите меня усердно, закройте дверь своей комнаты, предстаньте передо мной всем своим существом в поклонении и хвале. Я услышу тебя и подниму на новые высоты мира и силы. Я знаю каждую деталь вашей жизни и буду с вами на каждом этапе пути. Доверьтесь мне и отдайте мне свое сердце, и вы испытаете полную трансформацию своего существа. Пусть моя любовь окутает тебя сейчас, напоминая, что я всегда с тобой, держа любящую руку и ведя тебя в будущее, полное надежд и благословений. Подари мне свою печаль, свои страхи, свои заботы. Отдайте их мне в руки, веря, что я понесу их для вас. Отпустите все чувства ненависти, зависти и непрощения, пока я обновляю ваше сердце и веду вас в новый сезон благословений и духовного роста. Всегда молитесь и сохраняйте свою дружбу со мной живой. Ты защищен и безопасен под моей святой мантией. Пусть никакое разочарование не отделит тебя от моей любви, ибо я твоя крепкая скала посреди твоей бури. Поверь, куда бы ты ни пошел, я всегда буду с тобой, поддерживая тебя своей вечной любовью и направляя тебя к полноте жизни, которую я для тебя приготовил. Мои обязательства перед вами не изменились. Даже если вы предложите мне уйти сегодня, я буду делиться этой искренней любовью каждый день, пока она не проникнет в глубины вашего существа. Я уверен, что ты уже начинаешь это чувствовать. Приди, позволь мне обнять тебя святой любовью и провести через эту трудную ситуацию.
Я здесь, чтобы помочь. Я пришел протянуть руку. Возьми ее, и ты обретешь в ней покой. Пришел конец вашим скорбям. У нас были дни отчаяния. Я хочу показать тебе свою любовь и нежность. Откройте свою жизнь моему присутствию и любви. Я хочу, чтобы ты понял, что никто никогда не будет любить тебя так, как я. Я знаю каждую мысль и эмоцию, которая проходит через твое сердце и разум. Иногда боль настолько сильна, что думаешь о том, чтобы сдаться. Давно мне не хотелось вставать поздно и встречать новый день, полный надежд и радости. Закройте глаза, положите руки на грудь и позвольте мне наполниться любовью, преданностью и миром. Я внимателен к твоим молитвам во времена скорби. Вскоре вы увидите своими глазами, как вы будете освобождены, укреплены и возвышены моей любовью и силой. Люби меня, ищи меня, смири меня, храни свою веру. Даже если ты столкнешься со многими проблемами, я сделаю тебя сильным. Ваша вера в меня придаст вам смелости, даже когда вы столкнетесь с трудными ситуациями. Не бойтесь своих проблем, столкнитесь со своими трудностями и трудностями. Обратите внимание на мои обещания и слово. Вы пришли ко мне за помощью, хотя ветер страданий дует сильно. Когда ты услышишь мой могучий голос, буря прекратится. Я укреплю твой дух. Будьте тверды, как скала, чтобы вынести трудности этой жизни. Поднимите флаг вашего корабля. Не бойтесь выходить в море, даже если волны грозят горькими обидами разрушить ваши надежды. Обратитесь ко мне за моей любовью и силой, потому что я ваш лидер, и вы не утонете. Ваше бремя может показаться тяжелым, но я сдержу свое обещание и помогу вам его нести. Будьте терпеливы и не падайте духом, ведь столкнувшись с проблемами сегодня, я дам вам неизмеримую силу, и завтра вы проснетесь без страха. Но те, кто цепляются за негатив, отрицают мою истину, презирают мои слова и высмеивают эту любовь, кто ищет исцеления и спасения, те, у кого не хватает смелости поверить в истинного Бога, не получат благословений, которые я приготовил для тех, кто истинно верит в меня и хочет найти меня. Поэтому вы должны верить, что любой стресс или тревога, с которыми вы столкнетесь сегодня, ничто по сравнению с радостью, которую вы испытаете в день получения своих благословений.